Доброе, бодрое утро всем тем, кто находится сейчас по ту сторону экрана. Телеканал Якутия-24 говорит вам не просто доброе утро, да, а прекраснейшего настроения. И передает пламенный привет всем, кто смотрит в 7:00 нашу утреннюю программу. Да, четверг наступил, на календаре уже 14 августа. Мы к середине этого месяца подбираемся, и тем, наверное, приятнее. Время идет вперед, открывая каждый день нам новые возможности, новые какие-то вариации того, как может пройти наша жизнь, и это ли не повод радоваться каждое утро. Поэтому давайте радоваться вместе и встречать этот день тоже вместе, заряжаясь хорошим настроением, узнавая что-то новое, в том числе о том, что происходит вокруг, вот прям рядом с нами, вот совсем вот на расстоянии вытянутой руки, можно также так сказать. Ну и, как всегда, мы не перестаем говорить о том, что работаем в прямом эфире. В ближайший час с нами будут интересные гости, полезные рубрики и, собственно, последние новости. Поэтому, я думаю, если все-таки вы еще не можете проснуться, то лучше это сделать вместе с нами. Ну а сейчас, как всегда, давайте же узнаем, какая у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 11 градусов. В Заречной группе 11-17 выше 0. В Южных 9-4, в Вилюйской группе 10-18. В Нижнеленских 10-17 градусов тепла. На северо-западе до плюс 18. В Колыме-Дигирской группе Улусов 5-12 выше 0. В Янских 6-13 со знаком плюс. На северо-западе до 17 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 4 метра в секунду. Сегодня днем переменная облачность. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 17 градусов. Ну, погода уже явно не летняя. Будет ли она еще летней? Вот такой вопрос, да. Будет ли бабье лето? Будет. Будет, точно. Я уверена, что... Запомните эти слова потом. Я в это верю очень. Запишите, потом отправьте нам в Телеграм, если не будет, мы Дашу поругаем. Ну а пока давайте узнаем о том, что вообще произошло в мире за минувшие несколько часов. Готовы наши коллеги из информационной службы рассказать о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Все отели, кемпинги, базы отдыха и санатории должны быть зарегистрированы в едином реестре Росаккредитации к 1 сентября. Такие данные будут необходимы для обеспечения систем бронирования соответствующими параметрами, чтобы людям было удобнее заказать или забронировать для себя соответствующую удобную путевку, место проживания, в том числе, чтобы качество услуг соответствовало тем параметрам, которые описываются теми же самыми домами отдыха и санаториями. В Верхневилюйске благодаря программе поддержки местных инициатив идут работы по проведению летнего водопровода. На это лето общая протяженность в 3 микрорайонах 39 километров. Из них готово 19. Работа уже закончена в микрорайоне Белилех. Сейчас 1 экскаватор и 5 работников кладут провод в районе Келтегей. Следом будет район Хапталох. В конце, после тестовых проверок, поставят индивидуальные стояки у каждого дома, что очень удобно для жителей. По плану сдача работ будет в октябре. Водопровод можно использовать с мая месяца следующего года. И стояк будет оборудован счетчиком. Здесь надо отметить, что вода будет чистая из водоканала. И это будет огромный плюс в том плане, то, что в целях экономии у населения. То есть если 1 куб сейчас стоит где-то около 1500, то по расценкам водоканала за куб где-то около 520 рублей. В Якутии в самом разгаре сезон сбора грибов и ягод. Тысячи людей стремятся за дарами леса, при этом сталкиваясь с определенными рисками. В частности, опасности могут быть связаны с отравлением грибами или перспективой потеряться в лесу. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно соблюдать основные правила безопасности. В республике в этом году уже было несколько обращений по поводу пропавших грибников. Спасатели и волонтеры всегда принимают участие в поисковых мероприятиях и в очередной раз напоминают гражданам о мерах предосторожности. Одеться, яркую одежду с собой взять, бутылочку воды, шоколадку. Это МЗ, чтобы не трогать, только на всякий случай. Перед тем, как идти в лес, когда уже наметил место,
Нужно предупредить своих родственников, близких, друзей, соседей, кого-то там, либо в МЧС даже позвонить, сказать, что вот я иду вот в такой район, примерно до такого-то времени, до вечера. К 8 не приду, начинаете переживать, уже звоните 112. Естественно, телефон должен быть заряжен полностью, когда идешь. И запомните, что всегда можно позвонить 112, независимо от того, знаешь, где ты находишься, где не ходишь. Хотя бы будут люди знать, где ты, что тебе нужна помощь. Сегодня отмечается Медовый Спас. Это большой народный христианский праздник с языческими корнями. Первый из 3 спасов, праздник Медовый, является первым днем Успенского поста, который заканчивается 27 августа. Наши предки считали этот день полднем, последним отрезком летнего времени. В этот день в церкви принято светить мак, мед, воду и маковейчик, букет из чабреца, календулы, мяты и мака. Издавна люди верят, что после освящения в церкви травы обретают целебные и защитные свойства. Также в этот день собирают мак, поэтому второе название праздника – маковей. Собранный 14 августа мак обладает целебными свойствами, поэтому на столе обязательно должны быть пироги и булочки с маком. Знаете ли вы, что регулярная утренняя зарядка может добавить к вашей жизни до 5 дополнительных лет? А то, что всего 15 минут физических упражнений утром способны повысить вашу работоспособность на целый день. А еще, как оказалось, утренние упражнения активизируют работу мозга эффективнее, чем чашка кофе. Более того, люди, которые регулярно делают утреннюю зарядку, на 40% реже страдают от хронической усталости и на 60% чаще достигают своих целей. Так что прямо сейчас предлагаем вместе бороться с усталостью, увеличить свою целеустремленность, ведь наш спортивный инструктор уже готов продемонстрировать комплекс упражнений, которые отлично подойдут для утренней разминки. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Первое упражнение – это болгарские выпады с помощью фитбола. Наш мяч мы располагаем сзади себя. Носочек кладем на мячик, фиксируем наше равновесие. Делаем вдох, мяч немножко откатываем назад, делаем выпад. На выдохе мы поднимаемся за счет сжатия ягодицы. Вдох, выдох, вдох, выдох. Важно смотреть в одну точку, чтобы держать хорошо равновесие. Выдох. 4, 3, 2, 1. Выполняем этот комплекс 3 подхода по 15 повторений, затем меняем ножку. В следующем упражнении мы проработаем заднюю поверхность бедра, а именно бицепс бедра. Для этого исходное положение у нас будет лежа на спине. Ножки ставим на середину нашего мяча. Делаем вдох, поднимаем наш таз. На выдохе мяч подкатываем к себе. Вдох, выдох, вдох, выдох. Важно все время держать таз наверху. 5, 4, 3, 2, 1. Вернули таз на коврик и аккуратно поднимаемся. Выполняем тоже 15 повторений, 3 подхода с интервалом отдыха 15 секунд. Следующее упражнение для проработки пресса, но также здесь работает задняя поверхность бедра и ягодичная область. Для этого мяч располагаем перед собой, упор на локтевые суставы. Делаем вдох, ягодицы оттянули назад, на выдохе мы выходим в планочку. Вдох, выдох. Важно очень сильно втягивать живот, хорошо держать мышцы кора. Ни в коем случае мы сильно не прогибаем поясницу. То есть вот этого не должно быть. Выходим в ровную линию. Следующее упражнение на дельтовидные мышцы, и также здесь задействуют наши грудные мышцы. Для этого мяч мы берем по бокам, по центру. Важно сжать его ладошками максимально сильно. Делаем вдох, локти тянем в сторону. На выдохе мы выводим мяч от груди. Вдох, мяч к себе, выдох. Все время ладошками мы мяч сжимаем. 5, 4, 3, 2, 1. Еще
5, 4, 3, 2, 1. Выполняем 15 повторений по 3 подхода. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки диагонали. Сделали вдох, сели, и на выдохе мы вытягиваем корпус в диагональ. Вдох, выдох, вдох, выдох. Животик тоже втянут, поясничный отдел у нас прямой. Мы ни в коем случае не прогибаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. На этом наша тренировка подошла к концу. Мы получили заряд бодрости. Всем прекрасного дня! Утренняя зарядка не только заряжает энергией, но и учит нас прислушиваться к своему телу и окружающему нас миру. А знаете ли вы, что забота об экологии – это такой же вот важный шаг к здоровому образу жизни, как и утренняя гимнастика? Сегодня мы поговорим о том, как каждый из нас может стать частью большого экологического движения. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия запускает новый экологический проект «Зеленый четверг», который дает возможность каждому из нас внести свой вклад в защиту и улучшение состояния нашей окружающей среды. Подробнее об этом нам расскажет Владислав Велигура, замруководителя Департамента управления делами экопросвещения и особо охраняемых природных территорий Минэкологии Якутии. Доброе утро, Владислав. Доброе утро. Ну, что за проект вообще такой, когда он начался и о чем, какой там мотив его основной, наверное? Так, ну, данный, получается, проект у нас зародился 5 июня этого года, в День эколога в Российской Федерации. И получается, что основная цель этого проекта – это именно повышение экологической грамотности населения, привлечение общественности к вопросам охраны окружающей среды, ну и, конечно же, повышение осознанности граждан именно в защите вопросов экологии. Это, грубо говоря, проект, да, он республиканский исключительно или в едином порыве вся страна в нем участвует? Так, ну, на данный момент скажем, что он пока республиканский, но мы, конечно же, планируем, что он выйдет за пределы республики, ну, по крайней мере, на Дальний Восток, наверное, точно. А далее, конечно, мы хотим, чтобы этот проект, конечно, прошел уже по всей России. В общем, зародился он у нас. Да. Ну вот сегодня, как ни странно, сегодня четверг. И вот какие мероприятия будут проведены уже сегодня, да? И, может быть, уже какие-то заявки поданы, да? Мы знаем, сколько человек будет задействовано. Так, ну, на данный момент, если вот говорить по цифрам, да, в общем, проведено 76 мероприятий. Получается, если вот говорить по географии, охвачено у нас 25 районов республики. По количеству населения 2800 человек. Ну, понятно, что этот проект только зародился, и поэтому мы, конечно же, ставим себе более амбициозные цели. Я думаю, что до конца октября месяца у нас динамика будет гораздо выше. И, конечно же, вот сегодня «Зеленый четверг» у нас будут участвовать, во-первых, ну, наши коллеги по всем районам, это комитеты инспекции лесничества, и они совместно с администрациями районов и получается, с хозяйственными субъектами и, конечно же, участием населения выходят на мероприятия. Ну, на самом деле, вот «Зеленый четверг», оно не обязывает именно сделать прямо что-то такое, именно, ну, как говорят, субботник, да? Ну, вот как раз, да, хотелось бы узнать, да, что оно на самом происходит в рамках. деле именно говорит о том, чтобы человек проявил какую-то личную инициативу и сделал что-то сам, вот, что он хочет сделать, именно показать, что он как-то причастен к этому движению. И самое важное, чтобы вот человек рассказал это другим, показал, что вот бери меня с примера, делай как я. И для этого именно вот «Зеленый четверг», он идет с хэштегом, ну, для того, чтобы в социальных сетях, получается, да, вот Одноклассники, ВКонтакте, люди могли делиться своими какими-то, ну, так сказать, экологическими успехами, да, и говорить, вот, я сделал это в «Зеленый четверг», а ты сделай то же самое, но в следующий четверг. И получается передать, как, ну, так называть, челлендж, вызов. То есть какого-то единообразия в плане именно действий в «Зеленый четверг нет. Нет. То есть каждый конечно, просто да. как в меру своих Вот, возможностей. ну, например, желания. вот чисто такое обывательское. Вот вы придете в «Зеленый четверг» в магазин со своим шопером, ну, сумкой, да, откажетесь от пластиковых пакетов. Это уже получается повод о том, чтобы заявить на это
об этом в своих социальных сетях, сказать, что вот «Зеленый четверг я сделал вот так, а ты сделал как я». И получается, вот такими еженедельными какими-то своими действиями мы показываем пример другим. Ну, например, приехать на велосипеде, прийти пешком, отказаться от автомобиля. Не знаю, вот в «Зеленый четверг» посадить не знаю, Дерево. да, саженец дерева, ну, или выйти там, убраться у себя во дворе, цветочки посадить. Ну, Почему бы и нет, да? Ну, а мы вот сейчас видели фото таких активных граждан, да, видимо, с разных районов, да. Есть ли уже какие-то там топ, значит, ребят, которые, ну, может быть, улусов, может быть, компаний, Самых которые уже активных. прям каждый четверг что-то доделают? но, если честно, каждый улус каждую неделю что-то доделает. Вот я назвал 25 самых таких активных улусов. Я не буду выделять сейчас, чтобы как-то Не обидеть других, да? Да, не обидеть других именно самых активных, но я уверяю вас и всех зрителей, что наше население, оно экологически осознанное, грамотное, но мы хотим, конечно, чтобы они, вот, взрослое население своим примером показывало подрастающему поколению, что можно сделать еще лучше и в какой-то внести свой вклад. Ну а вообще, какие изменения, мы вот сказали, да, что все-таки по большей части такая просветительская акция, да, просветительский проект, какие от него ожидаются результаты? Так, ну, опять же, перейдем к цифрам, да. Сейчас, если вот посмотреть, ну, есть такой проект «Вода России», когда жители выходят на уборку прибрежных территорий водных объектов, озер, рек. Сейчас уже вот именно в «Зеленый четверг» они, получается, активно участвуют, и они, вот, лагеря детские, какие-то хозяйственные субъекты, да, уже 57 километров водных объектов, получается, убрано. Убрано больше 400 кубометров твердых коммунальных отходов, ну, получается, да. Ну, это если говорить цифрами. А так, на самом деле, получается, вот именно наша задача стоит привлечь внимание населения. Это не просто вот, ну, как сказать, да, пришел, убрал и все на этом. А именно показать, что нельзя мусорить, нельзя, получается, ну, оставлять мусор там в лесу, у реки, помогать, получается, окружающей среде, как-то быть чище, самому быть экологичнее. Такую экологичную осознанность у людей приподнять еще выше, получается. Да. Ну, а в целом, вот, будут ли подводиться какие-то итоги, да, допустим, может быть, лучших будут как-то чествовать? Обязательно. Мы ежегодно в ноябре месяце подводим итоги республиканской экологической акции «Природа и мы». И одним из, получается, одной из номинаций будет именно подведение итогов по акции, по проекту «Зеленый четверг». Да. Вот мы упомянули, что 25 улусов районов республики, они участвуют, ну, в принципе, поддержали, да, эту инициативу. Ну, очевидно, что и крупные компании участвуют, скорее всего. Но мы не забываем про жителей. То есть, в принципе, человек даже без там, какой-то массовой организации может принять участие в чистом четверге. Ведется ли учет таких людей? Есть ли какой-то, может быть, уже статистика, что да, вот есть у нас там индивидуальные люди, да, которые Есть. самостоятельно... Вот поэтому мы как раз и призываем население выкладывать в своих социальных сетях с хэштегом «Зеленый четверг», ну, получается, решетка «Зеленый четверг» слитно, для того, чтобы мы могли отследить активность каждого человека. Потому что вот именно при подведении итогов мы будем учитывать именно вот, ну, сколько раз человек, получается, принял участие в этом проекте. Сколько у него постов Да, было? То поэтому... есть, да. То есть, дорогие телезрители, берем на заметку. Сегодня уже четверг, можно начинать. Сделаем полезное дело для нашей экологии, да, отметим хэштег. А можно, если вы будете делать это каждый четверг, возможно, вы попадете в топ и получите некоторые презенты от Минэкологии. Поэтому делаем добро и, собственно, заботимся об окружающей Причем среде. это не так сложно, как мы уже сказали, вот элементарно, самый простой пример, не отходя от кассы, что называется, пожалуйста, пешком на работу сегодня пойти, Да. без использования. И обязательно рассказать об этом. Обязательно расскажите, соцсети. что вы пошли пешком. Ну или вот, допустим, сейчас грибной сезон, пошел по грибы, возьми второй пакетик для мусора, собери мусор, уже полезно будет. И с грибами вернешься, и с пакетиком мусора. И доброе дело сделал, получается. Правильно, да. Ну, спасибо большое, Владислав, за такую интересную информацию, которую дали нам с утра. Мы надеемся, что, конечно, благодаря подобным проектам экология нашей республики будет только, знаете, так Спасибо вам за улучшаться. приглашение. Думаю, Спасибо сегодня большое. «Зеленый четверг» удастся. Да.
Ну а забота об экологии объединяет людей по всему миру, и в целом в современном мире вообще почувствовать себя причастным к чему-то большему стало намного проще, все благодаря социальным сетям и мессенджерам. Они помогают нам не только поддерживать связь с близкими, но и объединяться ради важных целей, делиться опытом и, опять же, как сегодня поговорили, вдохновлять друг друга на добрые дела. Кстати, если хотите стать ближе к Утро Якутии, вы всегда можете подписаться на наш телеграм-канал. Тем более, что сегодня и повод есть активничать, ведь именно в этот день мессенджер отмечает свой день рождения. Сегодня день рождения Телеграма. Это, не побоюсь этого слова, платформа стала для миллионов людей не просто средством общения, а настоящим мостиком, соединяющим единомышленников по всему миру. Так что не упустите возможность стать в каком-то смысле частью нашей команды. Подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну а мы пока расскажем, какими знаковыми датами отмечен сегодняшний день в календаре. На календаре 14 августа сегодня отмечает праздник происхождения Изнесения честных древ животворящего креста Господня. По народному календарю первый спас, медовый спас. В некоторых местностях первый спас именовался также мокрым. В этот день совершался чин водоосвящения, для чего служители церкви отправлялись к источникам, озерам и рекам. Крестьяне же считали полезным купание в освященных водах. Ну а более известное название «медовый спас» идет от обычая подрезать или заламывать соты именно в это время. Пчеловоды строго соблюдали обычай приносить в этот день в церковь свежесобранный мед для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ. Этот день в истории. 1457 вышло в свет первое европейское издание библейской книги «Псалтирь». 1941 главы США и Великобритании подписали Атлантическую хартию. 1986 принято постановление ЦК КПСС о прекращении работ по переброске части истока северных и сибирских рек. 2013 год рождения мессенджера Telegram. В этот день родились 1865 Дмитрий Мережковский, русский писатель, поэт и критик. 1867 Джон Галсуори, английский прозаик, драматург и поэт, нобелевский лауреат. 1947 Даниэла Стил, американская писательница. 1963 Эммануэль Биар, французская актриса и общественный деятель. 1966 Холли Берри, американская киноактриса, модель, режиссер, лауреат премии «Оскар». Именины сегодня отмечают Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей и Федор. На Байкале тем временем отметили другой праздник, тоже связанный с единством, кстати, и общностью. Это День соседа. И отметили его с особым колоритом, вернувшись в атмосферу лихих 90-х. Жители поселка устроили настоящий праздник ностальгии, яркие наряды в стиле того времени, популярные хиты с кассетных магнитофонов и душевные посиделки с соседями. Организаторы праздника – это местная администрация и праздничное агентство. Постарались они, конечно, на славу. Устроили конкурсы с призами, организовали фотозону в стиле 90-х и даже провели дискотеку с хитами того времени. Такой необычный формат праздника сблизил жителей Айхала еще больше, доказав, что добрые соседские отношения – это ценность, которая не зависит от времени и модных тенденций. Время зафиксировали. Айхал будто вернулся в 90-е. Какого ретро-безумия жители поселка только не вытворяли. Не просто вспоминали эпоху, проживали заново. Играли в классики, щелкали жвачкой лавыс и лихо закидывали ноги в тапки-балетки под аккорды песен комбинации. День соседей – это когда тебе одновременно и 8, и 38, а товарищ по лестничной клетке становится партнером по караоке-баттлу. В битве за звание самых крутых детей 90-х сошлись 13 команд. От матерых знатоков эпохи до юных поклонников ретро. Участники угадывали хиты по первым нотам. Самые азартные пускались в пляс. Викторина по телешоу показала, и взрослые, и дети помнят, что было популярным на экранах 30 лет назад. Мы договорились просто вместе сюда прийти и на ходу придумывали, как одеваться. Очень понравилось, все очень круто, классно. Вот, праздник хороший. Это было так круто. Спасибо большое нашему двору.
Культура и 90-х и нулевых для 9-летней Ульяны Родиной потемки, но это не повод не подготовиться к празднику. Образ и макияж придумывали с мамой. Очень понравился. Я танцевала, отжигала и участвовала в играх. Очень веселые, как будто по-настоящему была в 90-х. В День соседей участники получили эмоции и подарки от администрации Айхала. В рамках праздника были проведены веселые игры, танцы, флешмобы. Был проведен конкурс костюмов ретро 90-е. И также были разданы призы и подарки. Заключительные аплодисменты достались команды «Краски», «Девчули» и «Чики», которые доказали, дух 90-х живет в каждом. Алена Боровкова, медиакомпания «Алмазный край». Все-таки яркое время было, тем не менее мода не стоит на месте. То, что было актуально в 90-е, сегодня превратилось в забавные ретро-образы. Сегодняшний гардероб должен быть не только красивым, но и функциональным. И важно учитывать не только веяние моды, но и собственный стиль, особенности фигуры и образ жизни. О том, как всегда выглядеть эффектно, узнаем из советов профессионального стилиста. Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и сегодня мы с вами поговорим про моду и стиль. Все, что мы с вами так сильно любим. Уже наступила осень, вы это тоже почувствовали? Легкий ветерок прохлады, а вместе с тем в наших гардеробах тоже ветер перемен. О чем это говорит? О том, что летние вещи пора разбирать и убирать на следующий сезон. А осенние вещи самое время доставать, разбирать. И давайте сегодня поговорим о том, как правильно разобрать свой гардероб. Самое важное, что нужно сделать при разборе гардероба, это подготовиться морально и физически, плотно покушать и начать погружаться в свой гардероб. Очень важно не отвлекаться и выделить этому время, потому что разбор гардероба занимает в среднем от 2 до 3 часов. Первое, что я рекомендую сделать, это рассортировать вещи и перемерить все, что у вас есть. Да-да. Это очень непросто, но это очень важно. Почему? Потому что за лето наша фигура могла немного измениться. Какие-то вещи нужно примерить, посмотреть, как они сидят на вас сегодня и отвечают ли вашему внутреннему состоянию. После этого все вещи, которые вам, возможно, по какой-то причине морально или физически не подходят, мы откладываем в отдельную сторону. Все вещи, которые вам сейчас нравятся, в которых вы чувствуете себя уверенно и красиво, откладываем в другую сторону. Следующий шаг, который нужно сделать, это рассортировать именно те вещи, которые вы отложили, которые вам нравятся. Там мы их сортируем уже по принципу верх, низ. Второй верх, возможно, пиджаки, жакеты и какие-то аксессуары. Все это мы сортируем по стопочкам, и тем самым мы с вами видим, сколько вариантов верхов у нас в гардеробе, сколько вариантов низов и как много пиджаков, жакетов на будущий сезон. Возможно, необходимо будет посмотреть и верхнюю одежду, потому что совсем скоро, скорее всего, начнутся дожди, плащи и пальто станут нашими лучшими друзьями. Обычно как бывает, когда у нас с вами много низов и мало верхов, не сочетается большое количество образов. Образы рождаются именно когда у вас есть разные варианты верхов, то есть это рубашки, блузки, водолазки, лонгсливы, все возможные свитшоты и так далее. Вот именно на эти вещи стоит сделать акцент. Возьмите лист бумаги, возьмите ручку и запишите те варианты верхов, которые вы бы хотели видеть в своем гардеробе в этом сезоне. Рассортировав все, необходимо начать экспериментировать. Отбросьте все сомнения, отбросьте все понимания того, как правильно что-то сочетать. Первое и самое важное, что нужно сделать, это экспериментировать и попробовать примерять вещи, которые вы даже друг с другом ни разу не сочетали. И там, именно в этих экспериментах, родятся новые сочетания, которые раньше вы не пробовали. Берем с вами один низ, какие-то уверенно классные брюки, и сочетаем прям со всеми верхами, которые есть в вашем гардеробе. Просто примеряйте, просто пробуйте. И дальше уже берите второй верх, пиджаки, жакеты. И главное, фотографируйте себя. Не только смотритесь в зеркало. Или, возможно, поставьте видеокамеру и со стороны посмотрите, как та или иная вещь на вас сидит.
Также я рекомендую тренировать насмотренность. Вы можете открыть любое приложение, в котором есть подборка образов на сезон, набрать, например, тренды 2025 и просто посмотреть, что на сегодняшний день актуально. Если говорить о цвете, то, скорее всего, это будет насыщенно голубой оттенок, это будут пастельно-желтые оттенки. Также туда, скорее всего, войдут лавандовый, все то, что сейчас так популярно. И выбирайте для себя не все трендовые цвета, а посмотрите именно те, которые хорошо бы внедрились уже в существующий ваш гардероб. В целом смотрите на свой гардероб как на полотно, которое идеально можно замешивать с разными аксессуарами, с разными акцентными деталями. Например, вы можете попробовать аксессуар в виде цветка на плечо, на свой жакет, либо на пальто. Также здорово, вы можете подбирать разные ремни или разные аксессуары. То есть это все возможные подвески, все возможные ожерелья, кольца и браслеты. Это сейчас очень актуально. Давайте еще раз. Самое важное – это экспериментировать со своим гардеробом. Не бояться откладывать лишнее и уделить ему время. Как только вы начнете уделять своему гардеробу время, экспериментировать и пробовать сочетать разные вещи друг с другом, вы точно почувствуете, как ваш стиль начнет меняться. Но также, конечно, смотрите нашу рубрику каждый четверг, и вы точно сможете быть самыми стильными в будущем сезоне. Мода постоянно эволюционирует, но одно остается неизменным – потребность в профессионалах, которые создают те самые вещи, что становятся трендами сезона. Если говорить действительно о роскошных элементах гардероба, то здесь ключевую роль играют мастера-меховщики. Это не просто ремесленники, а настоящие художники, работающие с одним из самых благородных материалов. И сегодня в рубрике «Моя профессия» мы расскажем о тонкостях в работе именно этих мастеров. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я преподаватель колледжа технологии и дизайна по специальности технолог-конструктор изделий из меха. В эту профессию я пришла после окончания нашего колледжа, и здесь я осталась работать. Работаем с детьми, работаем с мехом в основном. Любая работа начинается с эскиза. Любой проект. Сначала делает эскиз, после эскизов уже выбирают модели, потом уже идут чертежи, конструирование. После этого идет процесс обработки. Выбираем узлы, последовательность обработки. Мне нравится работать со студентами. Они шаг за шагом, каждым днем они узнают все новое. И когда получается у них результат, я очень радуюсь вместе с ними. Я чему-то учу их, а они учат чему-то меня. А в любой работе есть свои плюсы и минусы. В моей работе, так как я работаю с натуральным материалом, натуральный материал, он бывает и грязный, и пыльный. Мне приходится дышать этой пылью, иногда бывает это неприятно. В моей профессии нужны такие качества, как трудолюбие, терпение, усердность, творчество и креативность. Я хочу пожелать школьникам и студентам, которые хотят стать дизайнерами изделий из меха, чтобы они развивали навыки черчения, рисовали много и шли к своей мечте. Продолжая тему заботы о внешнем виде, невозможно не задуматься о том, как обеспечить комфорт и нашим четвероногим друзьям. Ведь если мы стремимся к совершенству в одежде, то и наши питомцы заслуживают особого внимания и ухода. Представьте себе отель, где каждый гость особенный, а персонал говорит на языке мяуканья или гавканья. Именно такой проект создала Ирина Шарапова, выпускница ветеринарного факультета Байкальского государственного сельхозакадемии, открыв зоогостиницу. Этот проект – яркий пример того, как забота о внешнем виде и комфорте может распространяться не только на людей, но и на наших четвероногих друзей, делая их жизнь более счастливой и комфортной. В переводе с кошачьего 5 звезд. Люцик живет в гостинице почти неделю. Его хозяйка уехала в деревню. Скучать по ней не дает Ирина. Новый друг и по совместительству владелица отеля. Когда-то и ей было негде оставить своего питомца. Я закончила сессию, мне нужно было ехать домой. На тот момент у меня появился котенок. Я живу в Забайкальском крае, это очень далеко. Ехать 6 часов по жаре. Котенок очень плохо перенес дорогу. Дорога не понравилась настолько, что хвостатого пришлось оставить в деревне, а Ирине решить проблему многих владельцев животных. Гостиница обошлась в 1 000 000 рублей. Эти деньги девушка выиграла на студенческом конкурсе. Внутри все
все, что нужно для жизни. Когтеточка, туалет, спальня, игрушки и, конечно, кухня. Для кошек 8 мест, для собак 3. За животными смотрят не только местные специалисты, но и их хозяева. Все в режиме реального времени. Камера работает постоянно. Ею можно даже двигать. Он должен видеть, в каких условиях оно содержится, да? Сколько в раз в день у него убирают корм, как его кормят, как осуществляет чистка помещений и так далее. По желанию могут и подлечить питомца. В гостинице есть своя аптека, но не с привычными нам таблетками, а травами. К примеру, ромашка поможет успокоить животное, а крапива укрепит его организм. Сами животные, когда они в дикой природе, они сами ищут какие-то растительные средства, то есть это тоже траву. Гостиницу открыли на территории БГСХ. Для овчарок, хаски и лабрадоров пока мест нет, как и специалистов. В планах у Ирины расширить гостиницу, открыть для пушистых парикмахерскую и даже центр дрессировки. Александра Фишева, Санджей Шакжин, телекомпания «Аригус». А знаете, что объединяет гостиницу для животных, вот, который мы сейчас посмотрели, да, и новый мультфильм «Пушистый форсаж Гран-при». А я расскажу, это все любовь к пушистым друзьям, и если в гостинице наши четвероногие гости наслаждаются комфортом и заботой, то в мультфильме, который выходит уже в эти экраны, наши четвероногие друзья гоняют на суперкарах. Как это будет выглядеть, можно узнать уже сегодня вечером в кинотеатре, ну а об этом и о других киноновинках этой недели мы сейчас узнаем из нашей любимой киноафиши. Смотрите в кино с этого четверга. Эта юная гонщица перевернула все гран-при с ног на голову! И публика в восторге! «Пушистый форсаж. Гран-при». Семейный мультфильм о молодой мышке по имени Эдда, которая мечтает стать автогонщиком. Ее семья сталкивается с финансовым кризисом, а 50-я годовщина Европейского гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти свою семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда, четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы. Мы команда. Пушистый форсаж. Гран-при. «Орудие». Фильм ужасов режиссера и сценариста Зека Крэгера. Маленький американский городок взбудоражен жутким инцидентом. Разом пропали 17 третьеклассников из местной школы. Посреди ночи дети синхронно встали с постелей в своих домах, одинаково странно расставили руки и, не сговариваясь, побежали в неизвестность. Зацепок у полиции нет, лишь единственный почему-то оставшийся мальчик Тихоня по имени Алекс. Думаю, вам лучше будет уехать. И это только самое начало истории. Желаем всем приятного просмотра. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Более 53% выпускников учреждений СПО Якутии нашли работу. Работа по трудоустройству выпускников продолжается. В июле прошел первый молодежный фестиваль работы в Якутии. В нем приняло участие около 4000 человек. Предложения по стажировкам и трудоустройству представили более 30 предприятий республики, и больше 140 человек нашли свое первое место работы. Кроме того, около 500 человек получили индивидуальные консультации и прошли собеседование с работодателями.
Школы Якутии готовятся к приему учеников на новый учебный год. Так, свои двери откроет новая школа на 990 мест в микрорайоне ДСК, названная в честь первого президента Якутии Михаила Николаева. Ее построили в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Молодежь и дети». Она является одной из самых больших школ в республике. Здание имеет 3 этажа, общая площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров. В светлых классах установлена современная мебель и оборудование. Помимо этого, школа включает в себя спортивные залы, библиотеку, мастерские, медблок и столовую на 540 мест. На обучение уже приняли около 930 детей. Здесь у нас также планируется реализация программ центра «Воин», который также был инициирован у нас федеральным правительством. Вот. Также ожидается у нас в связи с вводом новых объектов серьезная разгрузка школ, которые испытывают на сегодняшний день большое напряжение в связи с притоком населения, также большой загруженностью детей, там двухсменной у нас реализации и так далее. В Усть-Алданском Улусе Мюрюнская станция юных натуралистов в этом году отмечает круглую дату 50-летия своего образования. Она была основана в 1975 году и до сих пор является единственным учреждением в Улусе, где дети могут соприкоснуться с природой, знакомиться с птицами, млекопитающими и растительным миром. Учатся беречь и защищать природу. Здесь они выращивают тепличные растения, например, огурцы, помидоры и перцы, а также с весны начинают продавать рассаду огурцов, помидоров, земляники и цветов. В данный момент у нас в юнацкой станции работает 16 работников, и основной целью юнацкой станции является экологическое образование учащихся, приобщение их к природе. Да? Ага. Нынешний год не очень такой прохладный, и в этом году что-то чуть-чуть запаздываем, но все равно урожай нормальный в этом году. Иностранных граждан Мирнинского района будут обучать и русскому языку, и основам российского законодательства. В столице Алмазного края состоялась встреча специалистов Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан с работодателями, использующими труд иностранных граждан, а также с лидерами национально-культурных объединений. Встреча направлена на укрепление взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и национальными объединениями в вопросах интеграции иностранных работников. Обсуждали миграционную политику на сегодняшний день. Были приглашены представители МВД, а также были подписаны соглашения с работодателями и с администрацией района о дальнейшем сотрудничестве. Напомню, что центр создан как пилотный проект, а через год-два он будет обязательным на всей территории Российской Федерации. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Но в современном мире многие из нас сталкиваются с ощущением усталости, эмоциональным истощением и потерей мотивации, что негативно сказывается на здоровье и качестве жизни. Если это звучит знакомо, возможно, у вас есть признаки эмоционального выгорания. Сегодня об этом и о том, как же справиться с этим, расскажет психолог Алена Шкулепа. Доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, наверное, такой будет очень примитивный. Что сделать, если все-таки человек себя ощутил вот как севшая батарейка? Разбираться с этим нужно. Ну а что с этим делать? Ну, во-первых, нужно отделить, выгорание ли это или усталость. И если это состояние длится достаточно долго, то, скорее всего, надо уже с этим что-то делать и обращаться. А долго это как? Дни, месяцы, годы? Ну, я думаю, что месяцы, годы это как-то очень сильно запущенные случаи. Там уже как-то, честно говоря, начинает попахивать соматическими заболеваниями, потому что усталость имеет свойство отражаться на здоровье. А так в целом, как они отличаются друг от друга, выгорание и усталость? То есть есть ли какие-то вот прям... Сроки. Только сроки. Если вы ложитесь спать, вот вы там целый день ударно потрудились, вы ложитесь спать, и вы с утра встаете убитые, ну явно вам, наверное, что-то не хватило, значит, вы перестарались. Если вы на следующий день ложитесь спать и опять встаете убитые, да, тут уже начинает возникать вопрос. Понятно, что по 2 дням очень трудно прям тут диагноз по этому поводу поставить. Ну, там, если это несколько недель, это уже такой звоночек. Да, но если это несколько месяцев, там уже колокол бьет, там уже
Ну, тогда от это какого игнорировать. срока можно уже считать, что это выгорание? То есть, Индивидуально, потому что у нас у всех все равно своя какая-то генетика, биология, которая там кто-то стресс лучше выдерживает, кто-то хуже его Ну, выдерживает. условно, если ты, допустим, высыпаешься, вроде бы спишь достаточное количество часов, но чувствуешь себя усталым, и это на какое-то определенное время затянулось, то уже, возможно, это и есть выгорание. Да, уже надо куда-то с кем-то пообщаться. А как научиться отдыхать вот по-настоящему? Тоже достаточно примитивный вопрос. Да, вопросы вы замечательные задаете. Как научиться отдыхать? Хороший вопрос, мне кажется, задают его себе очень многие россияне, потому как у нас вот в какой-то некой ментальной концепции отдыхать — это вот как там выспись на том свете. Вы знаете эти выражения, да? Вот эти фразы. Потом там отдыхать для слабаков, да, или там спать для слабаков. Сон для слабаков. Да, словно, вот это вот все, это как будто бы вот у нас такая концепция, что мы должны, я не знаю, какой-то героизм и жертву совершить. И если мы его не совершим, ну как-то вот вообще наша Отдыхать жизнь не нельзя. состоялась, отдыхать нельзя. Поэтому как научиться отдыхать? Это однозначно индивидуально. Ну и я тоже как раз банальность вам скажу, это смена деятельности. Сидите за компьютером, идите погуляйте. Да? Если у вас физическая работа, лягте, полежите. Сядьте за компьютер. Да, либо сядьте за компьютер. Как ни странно, это тоже форма отдыха. Вот Ну это да. вот смена. А там уже, потому что у меня, помню, даже клиенты были, которые говорят, я не могу лежать. Я говорю, ну почему обязательно лежать-то, что у вас полярность какая-то, да? Либо там умереть физически, бегая куда-то, либо лечь. Ну, что-то Третьего посередине. не дано. Да, как будто в середине там между этим ничего нет. Но все-таки основная наша деятельность, которую человек, ну, взрослый уже, это, конечно, работа. Да. Бывают случаи, когда, ну, вот в какой-то момент человек может подумать, что вроде бы любимая работа, да, всегда горел ей и так далее. И вдруг она перестает приносить удовольствие, вообще не знаешь, зачем я, что я здесь и почему. Вот. Это же про профессиональное выгорание, либо, опять же, все зависит от того, в какой момент это происходит. И если я только пришел на работу, у меня горел глаз, и там буквально через 2-3 месяца у меня начинается спад, то это называется конфликтная стадия адаптации, когда нужно просто пережить. Ты столкнулся с первыми трудностями, у тебя так розовые очки немножечко так начали потихонечку как-то так вот затуманиваться, и тебе не очень нравится все это. Вообще главная рекомендация — пережить этот период, вообще ничего с этим не делать, чтобы потом на здоровую голову принимать решение. Да? Действительно, ты здесь остаешься или нет, потому что вполне возможно это притирка. И вы вот притретесь и вообще будете кайфовать от этой работы. А вполне возможно, что, ну, может быть, вы ошиблись. Вы ошиблись. Да, и вот здесь произойдет профессиональное выгорание, да? Ну, если вы останетесь и будете мучить себя, ну, конечно, рано или поздно оно произойдет. Ну, слушайте, профессиональное выгорание происходит абсолютно у всех, кто очень увлечен своей работой долгое-долгое время. И люди, которые не умеют отдыхать, вот они не умеют миксовать вот это дело. Там рано или поздно, там, ну, слушайте, у меня был такой процесс, когда ты в какой-то момент понимаешь, что ты не очень понимаешь, чем ты занимаешься. Да? Ты потом просто делаешь определенные мероприятия, которые позволяют тебе вернуться в профессию в каком-то уже новом качестве. Ну, а правда ли, что вот в принципе того выгорания может коснуться не только людей, которые вот работают, там, отдыхают, да, но и, собственно, те люди, которые, казалось бы, особо не напрягаются. Ну, допустим, люди на пенсии, да, или, допустим, мамочки в декрете, да. Ну, собственно, с чего бы им выгорать? У них есть чем заняться, в принципе, сильно не напрягаются, но... Не, у почему? мамочек-то в декрете Вот там есть чем заняться. Самое интересное, у пенсионеров тоже там есть чем заняться. Я думаю, что сейчас там про вас подумали что-то определенное на эту тему. У них есть повод выгорать точно так же, как у всех. А мы выгораем-то от чего? В основном от рутины и не очень понимания того, а для чего мы все это делаем. И если у мамы относительно есть какой-то, ну, это просто очень длительный период, да? И поэтому он такой, господи, когда же это закончится? У пенсионеров немножко другая эта история. Опять же, пенсионер пенсионеру рознь. Как-то мы так и любим тоже, да, так по возрастам это классифицировать. Конечно, есть. Любой может человек выгореть. Слушайте, ну вы от скуки никогда дома не умирали от того, что вот вы такой, господи, да чем бы уже заняться? Я уже не знаю, что придумать. И вроде как, да, это тоже же наша такая ментальная концепция про то, что с жиру бесишься, да? Вот. А на самом деле с этим разбираться надо. То есть все проблемы, можно сказать, кроются в рутине именно, которая не разбавляется какой-то периодической сменой. Мы же осознанные существа. У нас помимо рутины есть вот этот концептуальный вопрос, а для чего? Зачем я вообще? Что? Как я реализовываюсь? реализовываюсь? Вообще вот это вот все, что со мной происходит, это зачем?
Вот. Если мы на него начинаем задавать себе этот вопрос в определенные периоды жизни и не находим ответа, то совершенно неудивительно, что ты начинаешь грустнеть по этому поводу. Ну а вот сейчас перейдем к такой тоже интересной теме, да, это наши хорошие качества. Ну, допустим, перфекционизм, да, или же, допустим, неумение отказывать, да. Как с этим бороться? Вообще зачастую они подводят, да? Или все-таки это плюс? Мне так нравится слово «бороться». Вот это тоже наша ментальная история. Мы чуть что, мы сразу с собой боремся. Я в одной замечательной книге прочитала чудесную фразу «уважение к тому, как ты устроен». И надо с собой бороться, надо себя изучить, использовать себе важное для усиления и выкидывать то, что нам не важно. Понятно, что этим надо заниматься серьезно. Дело в том, что это же тоже установки, которые нам в детстве вложили. И эти установки, они для выживания, они хорошие. Но когда ты вырастаешь, эти стратегии так прямо не работают. И поэтому нужно оставлять то, что является ресурсным. А перфекционизм — это ресурсное. Это для профессионального роста, это для какой-то уникальности. И выкидывать то, чего не надо. Вот эта вот установка из разряда там «умри», потому что у нас продолжительность жизни 30 лет, и надо вот срочно достичь всего к этому возрасту. Поэтому с этим бороться не надо. Это надо изучать и использовать себе во благо. Адаптировать себя. Конечно. А мы же как-то, ну, с одной стороны, усредненно как-то, да, вот есть там в какой-нибудь соцсети ты смотришь, что а вот она там то-то, 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 а я тут сижу. Ну, а у тебя вообще-то условия такие определенные. И дело не в том, что ты сидишь, а дело в том, что как-то у вас разные стартовые вообще возможности, и вообще разная жизнь, если что. Ну и вообще, да, жизнь, судьба, дело такое. Почему-то вот конкретно по этому вопросу всегда вспоминается актер Морган Фриман, который популярен, все его знают, а первую свою роль получил в 50 лет. Да. Ну, это все-таки вернемся обратно к теме нашего выгорания, да, вот зачастую люди, когда выгорают, у них сразу это воспринимается как слабость. Вот, я, значит, слабый, да, раз если я тут сижу, ною, раз Жиру мне бешусь. плохо, да, значит, я слабенький. Вот как с этим? Психологу. Я вот даже голову морочить не буду, психологу. Правда, вот эти все популярные рецепты психологические, которые у нас очень активно транслируются, но нет рецептов. Человек настолько уникальное существо, что в каждом конкретном, несмотря на то, что есть какие-то закономерности, есть какие-то там алгоритмы, все это существует, но как это в конкретном человеке проявляется и на что он фокусирует, это можно сделать только очень индивидуально. Ну, в целом, насколько вообще, вот, можно ли, вот у нас немного времени остается, выгорание все чаще и чаще звучит, в принципе, ну, там где-то вот в разговорах. В целом его стало просто больше, или люди просто начали об этом говорить? Вот, наверное, такой финальный вопрос будет сегодня. Я думаю, что его стало больше, в том числе потому, что у нас очень увеличились скорости, у нас очень увеличились требования, у нас очень увеличилась с 2020 года тревога, прямо она такая, причем это не российская история, это мировая. И с этим действительно сейчас стало сложнее, и, конечно же, об этом больше говорить. Ну что, дорогие друзья, вот таким был наш эфир сегодня. Ну и мы, конечно, хотели бы пожелать всем не выгорать. Ну а в случае, если вдруг так случилось, обращайтесь к специалистам. Не надо сидеть и пробовать справиться с этим самостоятельно. У нас есть профессионалы, и вам в этом помогут. Да. Алена, вам спасибо за эту беседу. Ну, а вам, Спасибо дорогие вам. зрители, мы на сегодня желаем отличного настроения. И, конечно же, завтра мы вновь с вами увидимся в этой студии и будем встречать уже завтрашний день. Всем прекрасного утра!